ты что так прям бежала от мамы, убежала? Яки, вот то Бәкия, тады булап кенереңгә. Ярый докамас. Магазин докамда. Где говорит? Мин ярхинге. Ксюня, пойдем. О, давай, чай пить. Морошка ждет нас. Давай. Я родилась в далеком Нижнеколымском районе, поселке Андрюшкино, в 1987 году. Детство мое, конечно, прошло очень сложно, так как я перенесла 3 операции. 3 операции были по удалению опухоли на левой ножке. У меня практически до 9 класса моя жизнь она была связана только с больницами. Родилась я здоровой, у мамы по врачебной ошибке мне поставили неправильный укол. И после этого укола у меня началась фиброма, опухоль возрастать стала. Экстренно отправили в Якутск для удаления, первый раз удалили, да, и во время удаления задели нерв, седалищный нерв. Конечно, в эту трудную минуту всегда были родители рядом, и мама, и отец. Вы представляете, молодая женщина, да, от переживания сидеет. И на самом деле, если вот так вот посмотреть, преодолела эту жизнь больше, наверное, мама. Доча, что ты будешь? Ты любишь морожку? Да. Папа, надо альбах морожка куми букунде. А? Прямо всю зиму кушали. Доча, давай кушай морожку. С этой уколой ходишь, грызешь, да? Я не помню. Не помнишь? Я что, ее сохраняла? Ты обожала. Как-то в этой пустыне живет мой. Среди приютами. В детстве хотели меня на домашнее обучение перевести, но мама, она, так как была учителем, она отстояла, чтобы меня обучали в школе вместе наравне с детьми. Потому что не надо зацикливаться на себя. Если бы она была домашней, она бы уже как в скорлупе, наверное, была бы. А тут с малых сразу вот с садики все. До 7 лет папа на себе таскал, это до школы. Потом уже потихонечку она. В подростковом возрасте я всегда думала, почему вот именно я вот, да, почему вот я хромаю, почему я вот такая. Вот ночами были такие мысли, а когда я ходила в школу, вот эти вот мысли развеивались моментально, потому что одноклассники меня обводили от этих мыслей, и я вот погружалась именно в атмосфере, в школьной атмосфере. Конечно, ей было больно после операции-то ходить. Врачи-то не разрешали там слишком двигаться, там это. Но она у меня до того бойкая была дома. Вообще она ураган тихий был дома. Из всех 4 детей самая шустрая, самая любопытная. Она должна быть в центре вот этих новостей. С детьми, когда она все забывала, болезни, это на улице смотрю, поднимается по высокому коробу и оттуда с детьми прыгает, с горки прыгает. Вот у меня вообще всегда сердце холодело. Она себя чувствовала вот наравне с ними, что она не больная, не хромая, как все. Наш класс очень дружный, до сих пор мы встречаемся, до сих пор мы вспоминаем школьные наши годы. Можно сказать, благодаря, наверное, еще одноклассникам я стала более коммуникабельной, я не акцентировала внимание на свою вот походку, да, вот то, что вот у меня комплексы были какие-то. Валя всегда жизнерадостный человек. Ни разу не помню, чтобы она грустила, печалилась, несмотря ни на что. Всегда оптимистическое настроение у нее, радуется. Всему радуется жизни, да. Вот это вот в ней всегда было с самого детства.
Она никогда не показывала, не жаловалась, не плакала, ничего. Всегда с нами во все игры играла, во все, что можно. Активный человек, очень активный человек. Когда мы были маленькими, да, Арсен, помнишь, все время на санках катались. Это в начальных классах было, да? И все время ходили на большие горки. Вот там мы скатывались. Где пацаны не скатывались, она тогда скатывалась через трамплины, да? Когда уже пошли медали, уже республиканские турниры у нее, выездные, она начала фотографии показывать, медали показывать. Вот тогда она начала удивлять меня. Ну, я тогда, когда она такое говорила, я молодец, молодец, говорил. Знал, что у нее такое дух, или внутри у нее что-то сильное сидит. Всегда она казалось, что она кого-то сильнее, или что-то, на большее способна, может далеко пойти. Заднего хода у нее никогда не было. Сильный человек. Она своим примером доказывает, то есть всю жизнь доказывает то, что она может быть на уровне, даже выше тех людей, у кого нет никаких отклонений. Намного сильнее духом она получается. Про нее так можно сказать. Невозможное возможно. Да. Она это делает. Когда я вот поступила в Нерюнгри, я впервые столкнулась с тем, что, оказывается, я отличаюсь от людей. Все акцентировали внимание на мою походку, все акцентировали внимание, вот какая я вот, ну, отличающаяся, да. И этот удар для меня был очень большой. Я уже начала комплексовать, вот, да, выступать, и меня я стала уже потихонечку закрываться. Но было сложно. Я ночами плакала, каждый день плакала, помню. Я маме плачу, говорю: мама, я, говорю, скучаю, мне не хватает вас, говорю, мне очень не хватает вас, одноклассников, говорю, не хватает. И мама вот так вот говорит: хотела, вот полетела, хотела учиться, заканчивай. Ты сказала поступать в Центр ВУЗ, дети оттуда, давай, вперед. Конечно, мне не так-то просто было ее отпускать. Вроде надо бы отпустить, и в то же время боязно, как она без меня. Угу. И все-таки разум материнский, что надо когда-то отпустить ребенка, чтобы стала самостоятельной. Поступаю я в Москву и головой захожу в студенческую жизнь. Там еще, получается, еще ярче жизнь, да, вот Москва, столица, она мне вот раскрылась как бы, да, и у меня глаза еще шире открылись, потому что я, получается, из глубинной, там, поселочка, да, вот Андрюшкина, а тут Москва, вот это вот новые люди, да, другой менталитет, другое мировоззрение, получается. И вот конец 2-го курса, Степанида Артахинова, она мне говорит: а я же, говорит, стреляю, говорит. Я говорю: а стрельба, это что такое стрельба? И вот она мне рассказывала, и мне было так интересно, вот, да, вот, стрельба из лука, новый вид какой-то, для меня вообще новый вид, это вот что такое, да, потому что спорт для меня в школьные годы, он практически не был. Я не знала, что такое спорт, я не знала, что такое вот карьерный рост, да, вот что такое быть спортсменом. И вот у меня, получается, завертелось, закрутилось, уже влилась в спортивную жизнь, да. И с 2009 года я уже на чемпионатах России, на Кубке России начала занимать призовые места со Степанидой, да. И мы уже постоянно, у нас уже жизнь со Степанидой, она как бы уже связалась. Ну, как уже мы сестры стали, можно сказать, да. Kaya vanna bargınca. Ha? Minda. Bu stüdyenlerin bağlılar. Biranta ol. Dayana, Yulia, iti ortan stüdyenler vanna bilin sportunu yapacaklar o. Kimleri koruyor?
Валя всегда очень жизнерадостная, является для меня примером. У нее такой сильный характер, сильная спортсменка. Она целеустремленная, добивается всего того, вот, что бы не хотела, не скажет там, да. Вот я хочу этого, того, и потом уже по течению какого-то времени я узнаю, что она говорит, вот у меня это получилось, и делится всегда этим. И мы все вместе радуемся. Мне кажется, когда Валя приостанавливала свою спортивную карьеру, она скучала. В первую очередь это для нее общение, встреча с друзьями, с нами. И от стрельбы, я думаю, что она получает удовольствие, особенно когда попадает в десятки, радуется и рассказывает. С Жанной Кириллиной и с Валей мы очень давно общаемся и дружим. Наверное, с того момента, как мы начали стрелять, и мы создали как группу в WhatsApp и называем себя Dream Team. Команда мечты. Валентина очень отзывчивая девушка, всегда поможет, всегда на связи, и человек, которому можно доверяться. Она открылась для меня с другой стороны, со стороны как сильного человека, человека, который достигает своих целей. Так вот моя жизнь спортивная началась, спортивная карьера потихонечку, но тут, как у всех людей, наверное, можно сказать, да, я встречаю свою любовь. В 2010 году я встречаю свою любовь, но в то же время цель моей спортивной карьеры, она как бы стоит тоже, да, на первом месте. И погружаюсь совсем на две стороны, начала разъединяться. В 2012 году самый такой для меня был бурный такой год, да, я и работаю, я и на тренировке езжу, я и отпрашиваюсь с работы на соревнования. И тут такой пик был, что мы отбирались на Олимпиаду. Олимпиада Лондон. В блочном луке в команде женщин 3 было. И вот нас из 5 отбирали. Мы ездили с одних сборов на другие сборы, да, и нас отбирали вот лучших из лучших. Но так вот, наверное, судьба решила, да. Я не попала вот в отбор, я не попала в Олимпиаду. Для меня, конечно, как для спортсмена, да, это было как-то, вот знаете, больно, обидно, да, вот. Я уже смирилась с этим. В октябре я уже чувствую, что что-то у меня в организме меняется, что-то не то. И делаю тест на беременность и узнаю, что я беременна. И для меня это была такая радость, такое счастье, потому что когда я в Москве училась, мы обязательно проходили медосмотр, да, вот спортсмены, и мне не один раз гинекологи говорили, что мне будет очень тяжело забеременеть. Было столько радости, было столько планов, и отец ребенка радовался, да, вот, что ждем пополнения, и уже мечтала о будущем, что вот, я стану мамой, ну неужели врачи, вот, бывает, что ошибаются, да, вот, преждевременно ставят диагнозы, да, и я думала, оказывается, все может в жизни измениться. И 23 февраля 2013 года со мной случилось совсем страшное. Утром я просыпаюсь от того, что у меня кровать, она просто все в крови. Врач зашел и говорит, у тебя раннее отхождение воды. У тебя уже ребенок без околоплодной воды, поэтому сейчас я буду собирать срочно консилиум, будем готовить операционную и ребенка будем вытаскивать. Если ты хочешь выжить, если ты хочешь, чтобы дальше вот ты жила
тебе придется согласиться. Я реву, настолько я ревела, у меня прямо просто, помню, слезы шли вот сами. И я на врача посмотрела и говорю: знаете, говорю, я перенесла, говорю, 3 операции, и мама за меня, говорю, боролась. Мама боролась за меня, и поэтому я не дам вам убивать ребенка моего. В палате я лежала одна. Маленькая такая, совсем малюсенькая палата была. И с 2 сторон капельницы у меня были. Я лежу, и мне подходит старая бабушка. Совсем старая бабушка в халате белом. Берет за руки и говорит, на якутском говорит: Хачи, типа, чувствуй, это у тебя ребенок там двигается. Борись за ребенка, борись за себя, говорит, ты сильная. Наверное, это ангел-хранитель, наверное, да, вот. До сих пор я думаю, что это был какой-то вот знак, наверное, да. Кто-то оберегал все равно, вот рядом был со мной. И вот 28 июня 2013 года я родила здоровую доченьку по имени Ксения. Свою мамочку родную 8 раз я поцелую, крепко-крепко отниму, 8 раз скажу люблю. Пожелаю моря смеха, мира, радости, успеха. Будь как солнышко веселой, яркой, молодой, здоровой. Самой нежной и любимой, мама, будь всегда счастливой. Когда воспитатель спросил, почему тут у твоей мамы волосы рыжие, Ксюша сказала: у меня мама золото. Нравится такой цвет? Угу. И шарфик свяжем, да? Ага. В 2014 году, когда Ксюше было 8 месяцев, мы ее крестили. И у нас крестной мамой является Настя Диадорова. Ну, моя тетя Настя – это моя вторая мама. Тетя Настя – это наша вторая мама крестная. Я решила ребенка крестить, потому что сама я крещенная. Вот после операции меня родители сразу крестили. Я очень в Бога верю. У каждого человека есть свои ангелы-хранители. И вот чтобы она была более близка к вере тоже, да? Нет? Готово? Ракета пуск. Ракета пуск. Ножки наверх и... Ксюша. Какая огромная она у тебя, дочь. Иди сюда, иди ко мне. Ну, я все такому маме не показала иглу. Секретную. Это секретная игла. Когда дочь родилась, конечно, у Саши поведение не поменялось, да? Он все равно любил подвыпить, любил исчезать на неделю, там, на несколько дней. Просто, наверное, это зависит еще от компании человека. Какая компания? Я честно скажу, что у него его окружение было не таким хорошим, да, вот. Я уже поняла, что нужно брать в руки женщине самой. Все вот это вот. Вот было тогда какое-то такое ощущение, что хочется стрелять, вот, просто хочется стрелять. Давай, вперед,
вперед к мечте, вперед незавершенной к цели. Я беру свой лук и начинаю ездить 200 на тренировки. И так дальше у меня завертелась моя карьера, спортивная карьера. Были по месяцам сборы, были недельные сборы, куда-то мы выезжали. Выехали мы в феврале, в январе месяце на чемпионат России, на Кубок России, и там я уже занимаю первое место на Кубке. У всех, конечно, все были в шоке, да, что вот после родов она уже тут пуляет, стреляет, и на чемпионате призовые места я начала занимать. Приезжаю домой, и меня встречает страшно грязный дом. Да? Человек мой полупьяный валяется тут на полу. И я вот на порог садилась и просто плакала, на него смотрела, плакала. И думала, как? Ну почему? Ну за что? Почему так вот ты поступаешь? Он далек был от спорта. Очень далек был от спорта. Он не понимал, что такое спортивная жизнь, что вот спортивная жизнь может быть вот такими выездами большими, да. Я его прекрасно понимаю. Он мужчина. Он хотел семейного очага, чтобы женщина была рядом, да, ребенок был рядом. В тот период я была эмоционально загружена по семейным вот проблемам. Я не могла рассказать ни тренеру, я не могла рассказать родным. И вот когда на соревнованиях в 2017 году я поехала, у меня началась, как мне сказали, депрессионное вот это вот состояние, да, и у меня в горле вот отек квинки началось. Попадаю в реанимацию, и после вот того, как меня уже вот, ну, спасли, можно сказать, да, я уже поняла, что я уже дальше мне будет тяжело стрелять. Почему? Потому что после выписки, наверное, полгода у меня в горле был как будто этот теннисный мячик, застрявшийся. Все равно, когда я вот выходила на линию дистанции, да, вот раз, когда встаешь, вот этот шар в горле, он как будто выплывал наверх и не давал мне дышать. Я прямо стою, думаю, что-то не то. Бывало, что у меня в глазах резко могло почернеть, когда я вот растягиваю. В глазах раз, мрак, и вот я стою вот несколько секунд и не понимаю. Я объясняю тренеру, говорит, все, говорю, я не могу, говорю. Либо у меня, говорю, уже истощение вот, да, какое-то, либо мне нужно вот, чтобы рядом хотя бы дочка была рядом, чтобы я чувствовала, что я не одна, что я не одна. Все благодаря своей кровинушке, за которую я боролась. Все благодаря ей, благодаря родителям, самое главное, одноклассникам, своим подругам. Я преодолела неудачи, да, какие-то взлеты и падения. Не у всех людей бывает все хорошо. Нельзя останавливаться на одной жизненной ситуации. Нужно дальше идти, преодолевать, нужно наперекор судьбы доказывать не людям, а нужно доказать самому себе, что ты можешь. Сейчас я работаю преподавателем училища Олимпийского резерва. Это моя колея, это моя волна, это то, что я, наверное, всю жизнь искала свое место. Вот мое место. Моя мечта об Олимпиаде, как у всех спортсменов, остается у меня в сердце, так как все спортсмены хотят добиться высокого результата. И спортсменка Павлова все еще покажет.